Selam aleykum, hoş geldiniz. Birinci sefer o'tkazilgan tadbirga ders loyihasining çerçevesinde sizni ko'rmaga pek hoşum, pek memnunum. Böyle tadbir belki de adi eglinci tadbir değil. Ama bu tadbir neticesinde yüreklerimizge ve kafalarımızga yanı bilgiler kirgenine, anda yer alganına böyle bir umutum var. Ve sizge teşekkür bildirem çünkü birinci adım yapmak her daim ağırdır. Siz kol tuttunuz bugün, siz geldiniz, dostlarım, musafirlerim, candan sevgen ve hürmet etken insanlarım. Sağ olunuz. Ve bu sözlerden son men esas sözni bugünkü lektorumuz filosofiya ilimler kandidatı Nadir Bey'e söz berem. Bugünkü mevzu pek meraklı olur. O özü sizge aytar. İşte başlayımız. Sağ olun Cemaat. Benim adım Nadir Bekir. Kim bilir kim bilmey ama da endi tanışırmız inşallah. Bugün benim dersim mevzusu aytılgандай bu tarım ve ve hayvanlık meselesi ama menimce o tarım ve hayvanlık tugul da biraz başkaca onu çözdürecek bulamam da o oturgan ya oturuş ve koç meselesi. Çünkü tarım hem de hayvanlık bizim ana vatanımız toprağında pek eski zamanlarından başlandı. Ve ne bu ne şu bizim için sürprizim yok. Sürprizim var. Lakin bizim devletçiligimizde, bizim tarihimizde, bizim halkımızın tarihi kederimizde balaban bir rol oynayan ikisi. Ve ona göre belki de tarım ve hayvanlık en mühim mesele değil ama da oturuş ve koç meselesi bizim tarihimizde ve bizim tarihi kederimizde balaban bir tesir ettiler. Дело в том, что мы живем, осознавая или не осознавая, речь идет не только о Крыме и даже не только о России, а вообще о мире. В мире цивилизации победивших земледельцев. Если чуть-чуть подумать, это так и есть. Но на это никто не обращает внимания, потому что, как победили, как в свое время кроманьонцы съели неандертальцев, и поскольку неандертальцы не ходят по улицам и не требуют возмещения, то мы о них можем кто-то читать, а кто-то вообще даже не читать и не знать о них, в принципе, о том, что они когда-то были. А с кочевниками, скотоводами история не совсем закончена. В смысле каких-то отдельных реликтов, типа там скотоводства в Монголии или еще где-нибудь. Но, в общем-то, к концу 18-19 века скотоводчество и кочевничество, особенно кочевое скотоводство, я бы даже, наверное, скажу кочевничество, потому что скотоводство сохранилось в виде там каких-то свиноферм, там, я не знаю, агрокомбинатов и так далее, а именно кочевничество, как цивилизационный феномен в истории Земли, она практически сошла со сцены. А поскольку мы, хочешь или не хочешь, находимся в стане победителей, то победители пишут историю, и поэтому все, что есть в исторической науке, в культурологии, в социософии, в морали и так далее, можно через запятую продолжать, все общество победивших земледельцев интересует из истории самих земледельцев. Кочевники выглядят и подаются как некая помеха, как некая чума, как некая оспа, которую в свое время удалось победить, зарыть в землю, так сказать, снести с лица земли. И иногда, так сказать, с ужасом, с ахами какими-то там в каких-то исторических триллерах их показывают так, как Бог на душу положит именно земледельцу, не знающему кочевников и не знающему кочевническую культуру. Более того, земледельческая цивилизация, она делает даже следующий шаг.
как в свое время вся культура человечества с точки зрения евроцентризма делилась на культуру, это то, что в Европе, и на бескультуре, это то, что вне Европы. Как вся религия делилась на то, что правильно – это христианство, и все, что неправильно, заблуждение – это не христианство. Как мораль делилась на то, что наша, вот это наша мораль правильная, наш образ жизни, наш язык, и тоже можно продолжать бесконечно правильное, а все, что с этим не совпадает, это неправильное, то, в принципе, отношение к земледельческой цивилизации у земледельцев такое, что вот это и есть цивилизация. А все, что не земледельческая цивилизация, это просто не цивилизация. И поэтому, во-первых, нечего переживать из-за ее утраты. Во-вторых, где она еще там жива, ее надо добить, чтобы не мешало как бы устанавливаться цивилизации реальной. Это касается, конечно, не только кочевников, это касается и другой цивилизации. Это цивилизация охотников-собирателей. Вы посмотрите, как по отношению к ней ведет себя современная земледельческая цивилизация, уже технологичная, цифровая, технократичная. Посмотрите, я нет, там слушаю какие-то лекции не только ученых, но и всяких либералов, и даже наиболее эрудированные из них, казалось бы, наиболее терпимые, наиболее широко мыслящие, как только они доходят до общества там, австралийских аборигенов, допустим, да, или еще что-нибудь такое, они просто слов не могут выбрать, как их обругать, как над ними надсмеяться и как их унизить. При том, что сами эту цивилизацию практически не знают. Меня это задевает особенно, потому что в силу своей просто жизни так получилось, что я десятки лет провел в общении с представителями коренных народов, многие, которые представляют как раз цивилизацию охотников-собирателей. Но среди них есть и кочевники, там остатки какие-то, и, конечно, земледельцы. Поэтому мне есть с чем сравнивать. Мне знакомы те ценности, которые есть в этих цивилизациях, не в полной мере, тем не менее. Однако же вопиющий такой технократизм земледельцев, как бы и самолюбование, самодовольство, оно действительно является иллюзией того, что абсолютно господствующих в умах, в образовании, в науке, в культуре, иллюзией того, что весь мир должен выглядеть как цивилизация земледельцев, и что она состоит из одних только хороших черт. Стало что-то меняться только в самое последнее время, и в частности, буквально 20-30 лет, как появились исследования, которые имеют действительно широкий взгляд на вещи, которые понимают, насколько сложно все в мире переплетено. И, в частности, на меня, например, лично произвели большое впечатление исследования Даймонда Джареда, американского антрополога, который провел несколько десятков лет в Новой Гвинее, изучал другую историю и так далее. У него интересное сочетание интересов. Он, с одной стороны, филолог, с другой стороны, орнитолог. То есть он знаком и с естественными какими-то там науками, биологией и всем остальным, и с гуманитарными. Не совсем с ним можно согласиться, но, в частности, он пришел к выводу, у него есть статья, которая называется «Агрокультура как основная ошибка человечества». Я ее сейчас пересказывать не буду. Достаточно брать его имя или это название статьи, она выйдет, и достаточно убедительно он показывает, что те проблемы, с которыми сейчас и даже в более ранний период своего существования столкнулось человечество, в том числе заразные болезни опасные, это перенаселенность, это плохой уровень здоровья, периодический голод, конфликты, даже классовое рассвоение и неравенство женщин в значительной степени с мужчинами выводят из того, что человечество вместо того, чтобы поддерживать более-менее баланс в отношениях с природой, пошло по пути развития земледельческой цивилизации, культуры, поскольку она достаточно долгое время давала ту иллюзию, что есть избыток продуктов. В конечном счете мы пришли к тому, к чему пришли. 8 миллиардов населения и канун мировой войны, да, очередной, борьба за ресурсы. Если даже не будет по идеологическим границам, то, возможно, она наступит из-за борьбы за ресурсы, и, может быть, даже в течение ближайшего столетия. Но при всем при этом кочевническая цивилизация наделяется какими-то уродливыми чертами, которые, отчасти ей были присущи,
но свои, так сказать, потому что у земледельческой цивилизации есть уродство не лучше ничем, и ничуть не менее как бы привлекательные, не более привлекательные, а может быть даже и худшие. А во-вторых, вообще, поскольку речь идет от имени, так сказать, земледельцев, то много всякой неправды говорится про кочевничество. В том числе про то, что земледельцы называют свою цивилизацию оседлой. Это чистая неправда. Вот первая карта, которую вы видите на экране, в соответствии с последней теорией происхождения, ну, в рамках эволюционного подхода человечества, человечество зародилось в Африке, распространилось, ну, вот основные черты распространения по всей территории Земли. То есть изначально, причем, в общем-то, если посмотреть на карту, то большей частью сейчас территория Земли занята земледельческой цивилизацией. То есть земледельцы это на самом деле на протяжении нескольких тысячелетий были что ни на есть самыми заядлыми кочевниками. Никакого оседлого образа жизни у них не было 20-30 тысяч лет назад, когда они стали постепенно, не на конях, а пешочком, значит, распространяться по территории Земли, захватывая все новые и новые ее куски и меняя природный ландшафт. То есть вырубая леса, там, ну, все это вы знаете. Поэтому начать с того, что земледельческая цивилизация в основе своей изначально была кочевнической. Если посмотреть дальше, то мечты об освоении космоса – это продолжение того же самого. Ну вот, можно посмотреть, как именно распространялась земледельческая цивилизация. Земледелие, то есть расходились люди еще в состоянии охотников, там, собирателей. Но вот примерно 9-8 тысяч лет назад, посмотрите, здесь так называемый плодородный полумесяц, это Ирак, Сирия, Месопотамия и так далее. Условно такое место, где впервые, как считается сейчас, зародилось земледелие. Земледелие по понятным причинам легче как бы стартовало в тех регионах, где было очень много солнца, достаточно много воды. Вот. И, ну, как-то так, видимо, сначала в ходе естественного отбора появились культуры, которые подавались одомашниванию, давали хороший урожай и так далее. То есть, для Европы и Азии, это прежде всего Западной Азии, это пшеница и ячмень. И дальше вот оно так расползалось. Обратите внимание, вот то место, которое называется исторически плодородным полумесяцем, fertile crescent по-английски, если вы возьмете нынешнюю ситуацию, там, тот же самый Ирак, Месопотамия, Иордания, там, Израиль и так далее, вы вдруг задумаетесь о том, что, блин, а какой же там плодородный полумесяц-то? Это сплошная пустыня. Это сплошные пески, каменистые и так далее. Откуда? Так вот вам результат земледельческой цивилизации. То есть, зародившись там на протяжении нескольких тысяч лет, она истощила природу этого региона таким образом, что где-то закрепившись в других местах, здесь на самом деле она превратила все в пустыню. И это ничья иная заслуга, как земледельцев. То есть, вырубая леса, используя воду на ирригацию и так далее. Современная карта мира, значит, ну, то, что вот тут красноватое, розовое и так далее, вот, такие желтые цвета вот эти, да, вот я слева показываю, значит, это все земледелие. Вот. Там, где светло-зеленый, это леса, ну, в основном рубка лесов. И только небольшие, вот, ну, там, такие коричневатые, желтоватые, ну, не очень хорошо, ну, тут видно, посмотрите, это Северная Африка, это вот там пустыня Гоби, да, где-то там какие-то кусочки Австралии, это какие-то остатки скотоводства такого, ну, основного, как основного вида деятельности, потому что скотоводство земледельцам тоже присуще. Другое, что это не пастбищное, это не кочевое скотоводство. И посмотрите, какие это территории. Это как раз пустыни. Пустыни и их окраины. Там, где оставили кочевников, там, где осталось кочевое скотоводство. Всю остальную территорию до протяжении тысячелетий, а в некоторых случаях последних столетий, захватили земледельцы. Как же они захватили, если они ведут оседлый образ жизни? Такого неоседлого общество, как земледельческое, еще пойти и поискать. Потому что, истощая природные ресурсы на каком-то месте, они немедленно меняют местоположение, ищут новые и снова их истощают. Это основной способ существования земледельцев вплоть до
где-то 19-20 веков, когда пошла индустриальная революция, новые технологии, ну, они тоже все бесследно не прошли. Не случайно сейчас все ищут органическое, там, без удобрений, без геномодификации и так далее. Да? Но, скажем так, вплоть до последних 200 лет земледельцы только и делали, что кочевали. Причем кочевали первоначально по тем местам, где как бы земледелие, ну, более-менее было доступно им, а потом, когда не хватило, в общем-то, забрали всего кочевников, скотоводов под земледелие. Поэтому само вот разделение между кочевничеством, там, с одной стороны, скотоводами, кочевниками и земледельцами, как оседлыми, это совершенно неправда. И цивилизация земледельцев – это цивилизация кочевников. Причем земледелие, оно для природы гораздо более разрушительно, оно иногда невосстановимо. Срубили тайгу, она снова там не появится, по крайней мере, при жизни человечества. Вот у башкир есть такое выражение, ну, аккаен, акпачан агачи, ну, раса по-башкирски. То есть береза – дерево белого царя. Ну, там даже такая, ну, мифология появилась. Почему? Потому что после захвата Башкирии для строительства заводов там, и так далее, для всяких промышленных нужд вырубалась природная тайга, и она очень быстро зарастала березами. Поэтому как бы такой миф создался, что там, где появляется власть русского царя, появляется белая береза. То же самое можно сказать, допустим, ну, когда я жил, вырос в Поволжье, чуваши и до сих пор заставляют гордиться тем, что из чувашского леса выстроен Петроград. Вы представьте, где Чуваши, где Петроград, Петербург, и каких это сил стоило. А теперь Чуваши – это Казахстан. За исключением леса Поволжья вдоль дорог, там особенно леса не увидишь. Это теперь полупустыня. Рядом еще остались марийские леса. Это настоящая тайга. Но это уже потихонечку срезают. Там идут лесозаготовки и так далее. Поэтому, если говорить о хищничестве, то вот сравнивая результаты, это современная карта. Вот этого многотысячелетнего, если, скажем, земледелие зародилось 8-9 тысяч лет назад, считать, в плодородном полумесяце, то за 10 тысяч лет, за исключением тех вот окраин, посмотрите, как мало уже в Африке осталось, посмотрите, как мало в Амазонии осталось лесов, которые тоже активно пилят, допиливают, так сказать. И допиливают их вовсе не скотоводы-кочевники, допиливают их оседлые земледельцы. Там. Ну, теперь уже и индустриальная какая-то эпоха, там есть свои вещи, но тем не менее. Это все сделала земледельческая цивилизация. Самая передовая, самая гуманная, как Советский суд. Но теперь поговорим о Крыме и о том, что вокруг него. Вообще-то кочевническая цивилизация, судя по всему, она древнее земледельческой. Не потому, что кочевники, такие ребята резкие, такие вот как-то раз собрались, так, они закочеватели нам там, да. Это происходило, конечно, естественным образом, потому что переход к кочевому способу скотоводства, к домашнему животных, если они такие есть, годящиеся, он происходит как бы органичнее, естественнее. Сначала охотники начинают преследовать стада животных, какие-то постоянные маршруты их, там, не просто там случайно попался мамонт, да, какие-то крупные копытные животные. Потом где-то, если получается, в силу там полуслучайных вещей, то теленок остался, то ли еще что-то, начинает как бы одомашнивать, да, как бывает, медвежат там приручать. Потом вдруг понимают, что это, оказывается, удобно, кто-то в какой-то момент, а не только бегать за дикими зверями. Если появляется какая-то там скотина типа осла, верблюда, лошади, которые тоже как бы полу на ощупь, и вдруг оказывается, что он может и нести и поклажу, и всадника даже осваивается, то где-то, трудно сказать, в течение какого времени происходит буквально взрыв. Социально-экономический взрыв, революция, если хотите, экономическая. То есть, поскольку тогда авторских прав не существовало, не было какого-то патентного бюро, куда нужно было идти спрашивать разрешение, лицензию и так далее, то достаточно было подсмотреть, что соседи так делают, как это, в общем, со скоростью пожара. Ну, пусть это даже длилось там 100-200 лет, пока там что-то, и сами технологии осваивались. Тем не менее, буквально за считанные столетия охотники
в определенной зоне, а в какой-то зоне, если говорить о Евразии, то это прежде всего вот зона евразийских степей от Байкала до Карпат, вдруг освоили такой способ хозяйствования, который был несравним ни с кем. Но он налагал свои ограничения, налагал свои условия. То есть, если ты хотел продолжать жить в лесу там, и бегать за белками, это одна ситуация. Если ты хотел иметь домашний скот или полудомашний скот, прирученный и так далее, то тебе уже нужно было жить в степи или там в лесостепи, в отрыве от дерева, в отрыве, может быть, от привычных там технологий, быстро осваивать новые. Но это давало, во-первых, огромный рост мобильности, как только осваивали какой-то, даже осла. Потому что дело не только в скорости, но и в том, что ты не устаешь, и можно вести поклажу. Во-вторых, конечно, скорость. Просто несопоставимую скорость с тем, как перемещались человеческие группы. Огромный прирост продуктов. Причем каких? Это вам не состоящий там на 100% из крахмала рис, а это белки. Прежде всего, витамины. Это огромный подручный материал. Попробуйте сделать там одежду из какой-нибудь соломы там, да? Пока там шелк, и сколько из этого шелка ты этого сделаешь. А вот у тебя готовые шкуры, там через какое-то время, очень быстрое, скорее всего, искусство там вязания, прядения шерсти и так далее. Валяние там, все это полустихийно, но это занимает жалкие сотни лет. И потом фактически огромный взрыв народонаселения на территории евразийских степей, который, конечно, давал по сравнению с окружающими соседями, ну, все, что хочешь, давал. Само по себе рост населения давал силу, перевес, что тогда было очень важным в отношениях между людьми. Отношения-то не очень гуманные были, поэтому кто сильнее, тот и прав, это по сей день так. Но тогда кочевники оказались огромной силой, которая, в общем, всех держала под контролем в округе. И даже древние цивилизации Востока, ну пусть она будет там китайская, на чем она базировалась? Солнце, вода, рис. Египетская на чем? Солнце, вода, пшеница. Там чуть где-то севернее, где-то ячмень, может быть, с ячменя начинают. То есть основное. А тут мясо, молоко. Ну, никто не мешает тебе еще и травами какими-то там запастись дикими, которых ты знаешь, прочее. Как развивались отношения с охотниками и собирателями? По-разному, наверное, развивались. Но дело в том, что в чем особенность кочевого вот этого общества евразийского? Оно не было склонно к экспансии за пределы своего природного ареала. То есть вот этот миф о кочевниках, которые, значит, только и ждут, куда поехать пограбить, может, и ждали на самом деле. Но далеко в тайгу, которая окружала евразийские степи, не зайдешь с военным походом. И многого ты там не найдешь. И пока, по сути говоря, земледельческая цивилизация сама не подступила к краям этой степи, кочевники за ее пределы мало выходили. А это произошло значительно позже. Ну, понятно, все расширялось, там известные набеги на Китай и всякое такое, но обратите внимание, опять-таки, что кочевники практически, за исключением, может быть, венгров, которые там, заняли эту Паннонию пустовавшую, хотя она когда-то исторически была заселена до них, они фактически нигде не создавали свои государства, не захватывали территории, там, просто потому, что им было незачем в лесу-то этого, ну, там где-то граница лесостепь, что-то иногда было уплотнение какое-то, да, конфликты, но, собственно говоря, ну, давайте опять-таки посмотрим, кто занял весь мир, чья цивилизация по всем континентам распространилась, кочевническая или земледельческая? Кто на самом деле экспансионист? Кто на самом деле сводит под корень соседей, потому что ему нужна свободная земля, любая, а не только, значит, вот та, которая годится. Потом это закладывает серьезные культурные традиции, так что в XIX веке, скажем, когда уже значительная часть крымских татар жива, я просто видел еще, наверное, не знаю, жив он или нет, но уже пожилой человек,
который мне рассказывал, что его бабушка говорила, а его бабушка это 19 век здесь, в Крыму, на полуострове, говорила, что вот мы, значит, всю жизнь кочевали и не бросим. Ну, конечно, после 5-10 тысяч лет такой привычки, которая из поколения в поколение переходила, когда все уже вокруг занимаются земледелием, ведут так называемый оседлый образ жизни, тебе, конечно, после 10 тысяч лет такой культурной традиции очень трудно перестроиться. Культура обладает своим собственным значением, своим собственным влиянием. И, кстати, в истории Крыма в этом смысле она тоже сыграла существенную роль. Что интересно, вот эти заядлые земледельцы, которые, ну, вроде бы уж, ну, такие вот прям все из себя, да, вот они там, замки уже там, все, средневековье кончилось, новое время. В тех случаях, когда им подворачивался случай, возможность, значит, заняться кочевым скотоводством, этим тоже занимались, потому что вот в тех условиях, когда еще они не успевали распространить земледелие, это было не очень просто, вот до аграрной, это сейчас выгнал трактор и вперед там, до Аляски, нажал кнопку и пошли. А когда это все-таки делалось, ну, относительно ручным трудом и так далее, без механизации, то земледелие, конечно, двигалось медленнее. Но тут же развивалось кочевое скотоводство. Было и другое кочевничество. Все обожают говорить об античном Крыме, о греках, как носителях культуры, носителях цивилизации. Ну, начнем с того, что такое Греция. Вон она, все знают карту. Значит, как-то все так легко забывают, хотя факт общеизвестный, что греки на территории Пелопоннеса не коренной народ. Достаточно точно зафиксировано, что они появляются в многих источниках с севера. Откуда с севера, трудно немножко сказать, и что они делали до этого. Но с севера они вторгаются в Грецию, идут по этим, ну не Грециям, Пелопоннес, будущую, значит, Грецию и Ладу, идут через горы, доходят до самого юга, покоряя, истребляя коренное население, которое сохранилось в Спарте, ну, под названием илотов. Еще несколько столетий, которых те же спартанцы периодически убивали там по ночам, как бы тренируя свою эту выносливость к кровавым там убийствам, потому что нужно было, так сказать, мужика в себе держать, который там не подумает, не заколеблется кого-то зарезать и так далее. Вот. Ну, хорошо. И там как бы именно как земледельческая развилась их на базе земледелия их цивилизация как раз пшеницы и ячменя, которые, видимо, они уже или принесли с собой, или вот недалеко это было от плодородного полумесяца. Возможно, что в каких-то местах по тем временам уже развились, ну, средства переправы через море. Но основное вторжение, конечно, десятки тысяч людей не могут через море в ту эпоху переправиться. Это не Колумб. Но, тем не менее, как только они заняли Элладу, как только там стало не хватать земли, что они сделали? Выход на север, откуда пришли, кстати говоря, им был неинтересен. Ну, видимо, уже и климат не тот, там, как говорят, не климатит, и, может быть, уже упирались на кого-то еще. Но что они сделали? Они стали кочевать. Они стали кочевать, и они научились изготавливать корабли и расселились куда только за пределы Эллады, захватывая Малую Азию, ну, в конечном счете, Крым, Северное Причерноморье. То есть, можно предположить, что в свое время, если вы вспомните первую карту расселения человечества, самую первую, которую я показывал, что какие-то предки нынешних греков прошли мимо Крыма. И более того, известное племя дарийцев, да, вы знаете, что они делятся на дарийцев и ионийцев. Дарийцы первые, какие-то более мужланы, а ионийцы более какие-то изящные, вдогонку. И потом это деление долго делилось, сохранялось среди греков, не сейчас, наверное, уже. Но ведь в Персии, в Иране есть народ Дори до сих пор, язык дарийский. Я не говорю, что это один к одному, древнегреческий, но то, что индоевропейский, это да. И поэтому, когда впоследствии, скажем, уже значительно позже, эллины воевали с персами, в общем-то, одна индоевропейская такая цивилизация или, скажем, этнос, да, суперэтнос, воевал с другим индоевропейским суперэтносом. Вот. Просто те, которые вот в обход пошли на восток, они в конечном счете оказались персами. Те, которые пошли налево, они оказались разными, в том числе и греками. И что они делают? Потом они осваивают все Средиземноморье, ну, какой-то, так сказать,
крен произошел в сторону морского дела. Греки действительно на море были значительно мобильнее, чем на суше. Ну, вот у них так сложилась история, несколько сот лет вынуждая заниматься мореходством и так далее. Они, на самом деле, пешими тоже были ничего, но главное, они были тоже кочевниками. Они изобрели ту арбу, которая ездит по морю. Кстати, тот, кто смотрел мои лекции по телевизору, и там вот это слово «куме» в чувашском, старочувашском и, возможно, в прототюркском языке это повозка. Геми, по сути говоря, это однокоренные слова. То есть, когда появились морские повозки, как бы у тюрков, которые стали уже часто это видеть, ну, вот это куме, возможно, и трансформировалось в геми. То есть, та же самая повозка, корабль морской. Поэтому, опять-таки, значит, кичиться своей оседлостью земледелия и любовью к родине, ну, в общем, эллинам не пристало. И навязывать эту точку зрения в Крыму, что вот, дескать, вот они тут, да они откуда-то. Причем, опять-таки, кто смотрел, это известно, что в Крым приехали из Гераклея, это прямо на юг от Севастополя, и из Милета. Это вот, почему они поехали на Босфор? Ну, потому что тут они жили в проливах, они знали, как важно контролировать проливы для торговли, для того, чтобы брать пошлину там и всякое такое. И они поехали как раз на Босфор, в Керченский, там еще лучше, там чуть не пешком, чуть не рукой подать. Именно поэтому это был совершенно направленный, продуманный выбор места поселения. Они же привезли в Крым рабство. Значит, как-то рабство такая вещь, о которой не очень удобно сейчас в нынешних условиях говорить. Они привезли рабство, они его поддерживали очень долго здесь. И, по сути говоря, рабство угасает в Крыму как экономический феномен и культурный феномен именно в связи с тем, что византийские колонии уже, по сути говоря, ну, и в рамках этих колоний в округе уже становится рабство невозможным. Вот. А так, первое время, кто работал на полях в Херсонесе? Думаете, херсонеситы греки? Нет. Это рабы. Есть в литературе предположение о том, что они захватывали тавров в рабство. Я так думаю, вот опять-таки, если смотреть не узко, с точки зрения какого-то местного такого бугра, а в общем контексте, то, конечно, могли быть захваты тавров в рабство, но я думаю, что для них это было очень невыгодно. Потому что проконтролировать поведение раба, ну, который вот за забором начинается свободная земля, таврская, очень сложно. Учитывая, что таврское общество, как бы то ни было родоплеменным, это значит все время держать за забором врагов. То есть, ты захватил кого-то к себе, заставил работать на полях, стоишь над ним с плетью, ну да, а он с той горы смотрит родственники на это на все и аплодирует. Какая красота! Скорее всего, нет. Поэтому я думаю, что, может быть, какие-то случайные эпизоды того, что кого-то... Ну, тогда привычки были такие. Поймали военнопленных, значит, кого-то в рабство обратили. Но держать их в Крыму и на своих полях было очень чревато для эллинов. Поэтому я предполагаю, что, скорее всего, рабы были или привозные, или уже как бы перекупленные, но не местные. Потому что это был бы постоянно многовековой конфликт. А учитывая, что тавры как раз мирно сближались и смешивались со скифами настолько, что через 2-3 века херсонеситы, как бы эллины, изменились херсонеситов в тавра эллинов, а в горах уже жили не тавры, а тавро-скифы, то там еще было бы тяжелее, потому что тогда ты на себя вызываешь всю скифскую рать. И им не обязательно брать Херсонес, им достаточно блокировать ваши поля на степной равнине. И все. И Херсонес кончился тогда. Потому что в самом Херсонесе, опять-таки, исследования показывают, основной упор делался на винограднике. Хотя они и вывозили, и выращивали и хлеб в том числе. Ну так вот, таким образом, знаменитая греческая эллинская цивилизация, почему-то никто не задумывает, что она кочевническая. И тоже какое-то противопоставление. Поэтому вот эти уже более поздние заявления, что там, ну, допустим, готы там, были щитом там, для Херсонеса там, и византийских от северных кочевников, вообще это бред вслух, можно сказать. Почему? Ну, мы другую эпоху берем, но мне нужно приводить примеры. Потому что в Крыму осталась меньшая часть готов, и действительно договорилась с византийцами, которые уже и тавроскифами не были, уже и херсонеситами не были, уже были румеи. Вот, этнически себя определяли. Вот, о том, чтобы остаться. Но в это время 350 тысяч готов примерно, в том числе те, которые первоначально вторглись в Крым
собрались в устье Дуная и пошли воевать против Византии, захватывать. И дошли до Константинополя. Но ничего себе заслон. То есть какой-то северную там границу, форт там несколько тысяч охраняет. А вообще мне интересно, вот северные кочевники, да, допустим, какие-то условные, берут, так сказать, громят все-таки готов и берут Херсонес, да? Вот. И дальше они куда идут, интересно? Вот стоит он там на носу Херсонесе и смотрит на море. То есть, если ему нужен Константинополь и Византийская империя, ему заниматься Херсонесом – это абсолютно бесплодная задача. Готы сами так и поступили. Им не нужен был Херсонес таковой. Если они хотели Византийскую империю, там, Византию, там, Восточную Римскую империю, они пошли по суху и там, где действительно было широко, богато и так далее. Поэтому сама оценка поведения там готов и некоторых других там этносов Крыма в том, что они там сотрудничали с Византией, защищая их от кочевников, ну, я же говорю, это просто бред вслух. Но приятно и хорошо, потому что, ну, как-то вот, значит. От чего? От того, что, конечно, кочевники гады, они всегда везде были гадами, и поэтому особенно здесь, в Крыму. И это надо вот всячески подчеркнуть и показать. Так вот, в тех случаях, когда земледельческая цивилизация не успевала освоить новые пространства, она что делала? Она превращалась в кочевническую. Если, допустим, кочевническая цивилизация, вот, по сути говоря, скифские памятники, они показывают тот регион, за который кочевническая цивилизация Евразии не выходила, по сути говоря. Как бы они внутри себя не менялись. Вот, пожалуйста, это скифы. Дальше. А вот вам, пожалуйста, Дэшта Кипчак. Сильно отличается. А разница там, ну, 700-800 лет как минимум. Дальше. А вот Монгольская империя, которая, да, вот там она частично Китай, частично, значит, Азия передняя, да, но в Китае они очень быстро превратились в китайцев. Там следа от этой цивилизации не осталось. Значит, в этом, на Ближнем Востоке, по сути говоря, ну, там они проиграли мамлюкам, они там тоже не зацепились. И что у нас остается? Остается та же самая территория. То есть, за пределы вот этого, условно, ареала, ну, никуда так евразийские кочевники не вышли. Следующее. Еще минуточку. Но тут нету, это более поздняя эпоха, когда так называемые великие монголы завоевали Индию. Что такое? Через 100 лет они превращаются в индийцев. Начинают носить кольцо в носу, там, Вираджута Ритапам, там, Били-Бильхи Хиндустан и так далее. Единственное, что ислам сохранили. А вот зато посмотрим на мирных, беззащитных земледельцев, да? Вот, значит, тут еще непонятно кто, это еще все очень рано, да, и так далее. Вот, ну, предположительно, это вот эпоха, это гуннов, пожалуйста. Смотрите, здесь живут бастарны, близко их не осталось. Гетто-даки, вестготы живут, то есть германцы, вот там где, да, и так далее. Никого из них на этом месте нет. Все они где-то еще. Уже к этому дальше. А там Днепродвинская культура и так далее. Ну, говорят, что вот, дескать, вот там прародина славян, ну, во-первых, их здесь нету, славян, тоже в эту эпоху. Их нету. Просто физически нет. И откуда бы они ни взялись, они пришли. Или, выражаясь неприятным словом, перекочевали. Ну и вот оно, как бы, российское государство. С чего начиналось и где оно. И это все мирные земледельцы, не кочевники, которые там свою березу как обняли, так и оторваться. Или дуб там не могут от елки там. Вот. Плачут на окраине села, там, зачем-то наш колхоз приехал, зачем нарушил мой покой. Вот. Ну, почему-то вот так. Сравните то пространство, которое мы только что смотрели. Вот оно тут все внутри помещается. И это пространство земледельческой оседлой культуры, так называемой. А вот, например, Крымское ханство. Уже не в лучшую свою эпоху, но более-менее, когда оно было очерчено. Вот оно тоже небольшую часть занимает, ну, буду говорить, Дэшта Кипчак или Евразийских степей. Там она, собственно, уже ничего не контролирует, хотя еще далеко там называется Крымская степь. Это то, что потом называлось Диким полем. Вот. Ну и посмотрите, что как бы осталось в конце. То есть, когда мы говорим о Крыме,
если говорить о Крыме. Как-то мы сами себя в значительной степени приучили к тому, что это полуостров. Ну, как географическое современное понятие, это чистая правда. Крымский полуостров. Вот это и Крым. Там рядом что-то уже другое, да? А у нас находятся люди, не один раз слушал, без договоренности между собой. То есть они не знакомы, не виделись, не разговаривали. Мне произносили одну и ту же фразу. Для меня за перевалом Крыма нет. Вот затем, за Ангарским перевалом Крыма нет. То есть у нас Крым еще и вот такой бывает. Да. 2 пансионата там на Южном берегу. Если брать Крым как хозяйственный, экономический, культурный, этнический феномен, то это как минимум вот это, то, что показано на этой карте. И мы ничего и никогда не поймем в истории и в культуре Крыма, если мы не будем учитывать вот этого. И способы хозяйствования, и географию, и те народы, племена и этносы, которые жили на этой территории, чем они занимались. И попытаемся на все смотреть из Симферополя или тем более там из Ласточкиного гнезда, который вообще к крымской культуре отношения не имеет. Вот смотрите. Известный феномен. Один из самых важных факторов успеха конкисты в Америке – это были кони. Огнестрельное оружие, металлическое оружие и кони. То есть Мексику завоевали относительно легко, какие-то считанные сотни там этих вшивых, я в буквальном смысле, потому что чистоты не было надлежащей, вшивых конкистадоров. Ну, правда, с помощью союзных племен. И в индейских языках я разговаривал. До сих пор нет слова «лошадь». Их называют то большой собакой, там, то ли... Ну, а в самом деле, представь, что вы никогда не видели ни на картинке, ни вживую. Вот сейчас заезжает отсюда такая, да, и развивает пасть. Еще и го-го говорит. Коленки же... Как смотришь, так и рухнешь. Куда еще? Но это какие-то 1400-1500 годы, да, когда все это было красиво. Но буквально через 200-300 лет в местах, где жили индейцы, в 2 местах на территории Великих равнин в США нынешнем, и на территории Аргентины, Парагвая, там, Южной Бразилии и так далее, возникает новая культура. Там это называют ковбой, причем это как бы символ. А кто такой ковбой? Коровий чувак. На русском-то языке он не так звучит так уж внушительно, как на английском. А это гаучо. Их иногда называют там аргентинские или южноамериканские ковбои. У тех ласса, кстати, у индейцев заимствованная, а у этих вот бола, интересная такая штука, но тоже, которая там стреножила лошадь. И чем они занимаются? Они занимаются массовым выпасом скота. Правда, поскольку в Америках так уж получилось, ни лошади не было, почему не развелось это раньше, ни крупного рогатого скота, а с зубрами были в Южной Америке этих, не зубры, бизоны, но они родственники между собой. А с бизонами было на ногах вообще не справиться. Кони появились относительно поздно. Если бы появились кони, индейцев не трогали лет 500, они постепенно прошли бы тот путь, который прошли кочевники Евразии, была бы там тоже такая кочевая скотоводческая цивилизация, очень вероятно. Но это вот гаучо. Туда ввели и то животное, которое нужно было пасти, где нужно было быть пастухами. Вот коровы, эти самые гаучо, это Южная Америка. Совершенно другие люди, за 1000 километров от них, значит, в Северную Америку, вот эту, на территории Великих равнин, вот этих равнинных штатов, создают цивилизацию, которая больше 100 лет работает, еще до начала 20 века, где тоже пасут коров, и это основной доход, одной из способов, и вообще это как бы американский образ жизни. Чем, по сути говоря, первые так называемые американцы отличались от британцев, с которыми там воевали за независимость и так далее, в культурном отношении? Да ничем, по сути говоря. А вот когда появились ковбои, да, вот как бы стал тот самый парень настоящий. Если очень коротко кто-то захочет подать, хотя это уже в прошлом, уже сейчас в прошлом, захочет как бы какого-то американца такого лютого показать. Кто это? Это ковбой. Кочевник-скотовод. С определенными оговорками, потому что уже нет юрт, потому что уже все-таки другая технологическая эпоха была, но это что ни на есть.
Кстати говоря, каждый третий ковбой был негром. Я тут специально такую выбрал вещь. Как раз после освобождения черного населения. А вот многие из них ринулись на Запад. И точно так же участвовали в колонизации, в войнах против индейцев и так далее. Поэтому там с ними тоже все неровно. Посмотрите на это. Настоящие ковбои в джинсах не ходили. Джинсы слишком поздно изобрели, хотя их сейчас так рисуют. Ну и потом, понятно, вот ходили вот в таком. То есть одежда из шкур. Что вы еще хотите? 19 век, одежда из шкур. Так сказать, все, вот немножко, такая картина нет. Вот там, где этого не случилось. Намибия, Масаи. Они тоже пасут коров, но кони у них не привились. И, в общем-то, хотя они тоже известны своим таким воинственным, резким характером и к ним особое отношение, но, конечно, вот такой обширной и сильной цивилизации, как у кочевников Евразии, у них не сложилось. Пешком за коровами, пешком за коровами можно, но я хочу сказать, что и в других местах, при каких-то аналогичных природных, и сразу с поправками. Вот нету лошади, значит, уже по-другому. Что касается индейцев, то они всегда охотились, прерийные индейцы, на бизонов. Это очень было важно. Но как появились кони, у них вот на какой-то период такой же начался взрыв демографический, культурный, военный, как он в свое время начался у кочевников Евразии. Потому что вот так охотиться за бизоном было совсем не то же самое, что за ним там с колотушкой бегать. Да? Они в конце концов сформировали кавалерию, которая долго сдерживала натиск белых на запад. Просто уж совсем не... Вот оно оружие, да? Там, читая эпохи там, гуннов, хуже, потому что металла в таком количестве нету. Там эпохи, кого? Еще до кемерийской эпохи, еще до бронзовой эпохи. И с другой стороны уже и пулеметы, в том числе и шрапнель. Тем не менее, несколько сот лет они их сдерживали. Благодаря своей мобильности, партизанской тактике там, и так далее, и так далее. Достаточно было сесть на лошадь, освоить лучшие наездники Северной Америки, индейцы, которые 300 лет назад до этого лошади вообще не видели. Вот это интересная штука, потому что она как раз показывает, что индейцев тоже, как правило, не было седел. В нормальном случае. То есть, это эпоха где-то до условно говоря, до сарматского периода, скифской, у которых тоже не было седел, у которых не было снега. Кимерийцы. Но уже та же самая посадка, они ее освоили, про которую я говорил. Стрелять с оборота влево, стрелять с оборота вправо, стрелять даже лежа. Или сбоку. Вот на одной из картин, это не фотографии, но это картина аутентичная 19 века. Они освоили в том числе и такую посадку. Хотя, конечно, такого значения, как в европейской истории, она не имела. Но просто вот люди уже научились. Пожалуйста. Ковбои так и не научились. Научились вплоть до того, что вести конные бои с регулярной армией США. В конечном счете проиграли, но на это же надо было решиться, это же надо было выдерживать какое-то время. Ну и вот, наконец, крымские татары. Скажите, сильно отличается он от того, который только что видели? Вот. Это где-то 18 век изображение заперекопских татар. Также лук, также полуголый, также на лошади. Правда, в седле со стременами. Поэтому культурные параллели очень сильны. То есть, на Великих Равнинах, там индейцы – это неправильное слово. Там разные имена, многие я знаю. Некоторые из них являются по языку близкими к тюркам. Сиу, например. Но Сиу – это французское слово, а они сами себя называют Лакота. У них два подразделения, очень интересный язык. Накота и Дакота. То есть, вот общий звук «л» – Лакота, а значит, замена в одном «н», в другом «д». Представьте себе вот такой язык. Они в своем языке имеют большое сходство корневое с тюркскими языками и так далее. То есть, тут вообще далеко куда заходят. Но даже не индейцы. А вот белые, вступив на американский континент, достигнув, так сказать, степей, превратились в кочевников-скотоводов на долгое время. У них, конечно, чуть-чуть получше было, там пистолеты всякие, там шляпы, но тем не менее. Поэтому просто, так сказать, тыкать пальцем и говорить, что вот кочевники, бред какой-то там. О чем мы говорим? Слушайте, ребят, сами представители передовой европейской культуры при случае
не брезговали вполне в это с ушами погрузиться. Уже это говорит о том, что кочевое скотоводство, это на самом деле до поры до времени был очень эффективный способ ведения хозяйства, очень интересный способ культурного бытия. Если говорить о Крыме, то опять-таки надо понимать, что все, что происходит в Крыму и происходило в Крыму исторически, нельзя понять сколько-нибудь адекватно, если ты не берешь это в контексте окружающего мира, прилегающего к Крыму там, или более дальнего от Крыма. Кочевое скотоводство и земледелие отличаются друг от друга не тем, что одни кочуют, а другие нет. По большому счету, настоящие кочевники – земледельцы. Потому что им всегда не хватает земли, потому что они всегда, если куда-то еще есть, они обязательно туда зайдут. Кочевники-скотоводы ограничиваются теми ареалами, где соответствующие природные условия. Очень хорошо по этому поводу высказался Гумилев, когда, значит, якобы тоже земледельцы, там какие-то, что, мол, где у них родина, они там. А он говорит, а вся степь моя родина. И несмотря на то, что на этой территории действительно в разное время существовали этносы с разными названиями, существовали государства с разными названиями там, или объединения и так далее, тем не менее, как бы мировоззрению, мироощущению кочевника было присуще вот это ощущение, что вот пока идет степь, я везде себя чувствую дома. Хотя, конечно, последующее развитие там, и так далее, у кочевника, то есть различие между кочевниками и земледельцами не в том, что одни оседлые, другие кочевые. Если брать с этой стороны, кочевые земледельцы. И всякие морские кочевники никогда не... один раз там при Чингисхане, по-моему, попытались захватить Японию. Высадили туда морскую экспедицию, да, повоевали, проиграли. Все. А на новые континенты кто кочевал в массе? Всеми способами, так сказать, души, всеми фибрами. Земледельцы. Их никакая там привязанность к дому, там, русская Америка, там, Аляска. Их не держала дома. Наоборот, все куда-то. Но есть другие существенные вещи. При том, что освоение, да, или изобретение, если хотите, кочевого скотоводства дало огромный прирост продуктов, средств к существованию, транспорт, отчасти оружие, потому что сложный лук тоже делался уже потом с использованием всякого рога, там, костей, всякого такого, да. И рост населения, вот понимаете, он тут же это и ограничил. То есть вот какое-то время, там столетия или тысячелетия, кочевники обладали и количественным перевесом, и, как хотите, всеми остальными перевесами над окружающим населением. Но они сами были замкнуты вот в этом очень большом на котле. И, по сути говоря, двигаться дальше в рамках вот этого кочевого скотоводства, не то, чтобы там невозможно было развитие, оно было возможно. И песни писались, дестаны, там и письменность развивалась, да, и оружие совершенствовалось. Но земледелие, которое сначала и всегда, вплоть до аграрной вот этой индустриальной революции, двигалось очень медленно и географически и так далее, и развивалось очень медленно. Но оно на каком-то этапе, уже, по крайней мере, несколько сот лет назад, по моим ощущениям, где-то лет, допустим, 500-600, может быть, лет назад, может быть, чуть раньше, оно и по темпам развития, и по скорости изменений, в том числе технологических, оно стало обгонять кочевничество. То есть сначала кочевники ушли в отрыв в огромный, на сотни тысяч лет. И вот они на нем, с него дальше двигались так потихонечку. А земледелие как черепаха догоняло, и наконец обогнало. И причем, как только оно его обогнало, как обогнало? Буквально для меня таким симптоматичным описанием ситуации были вот слова Крыжанича, который, когда обращался к московским царям, говорил, что нужно там воевать за православие и так далее, он сам констатировал, что татарскую армию еще ни разу в полевом сражении не проиграла. Кстати, интересно, после так называемой Куликовского поля там и так далее. Вот, допустим, когда это было через 100 лет примерно через 100 лет после того, как Иван Грозный взял Казань. Но Казань это была оборона города. По нынешним оценкам, там 30 тысяч защитников, 150 тысяч нападавших.
И это не было полевым сражением. И, кстати говоря, при том, что сейчас Татарстан республика, ну, понятно, да, там все-таки как бы условно там поволжских татар, их больше заметно, чем крымских и так далее. Но дело в том, что вот история последних 200 лет Крыма, она, конечно, вырезала народ крымско-татарский. Где-то в прямые убийства, где-то бегство, где-то болезни, ну, ассимиляция, все, что хочешь. Но вплоть до конца XVIII века татарами в Европе были крымские татары. Когда говорили о татарах, вспоминали не о казанских татарах. К этому времени в Европе уже, ну, в каком-то смысле забыли о них. Потому что они уже по 300 лет были под Россией, как бы их воспринимали какую-то там внутреннюю российскую глубинку. Если говорили о татарах, имели в виду именно Крым. И тех, которые были выходцами из Крыма, в том числе в Османской империи, в Добрудже, там, на Кавказе и так далее. И вот в этих полевых сражениях еще до времен Крыжанича таких разгромов не было. Более того, даже успешно брали укрепленные города. А вот уже через 100 лет, ну что такое после Крыжанича 100 лет? Это Крым-Герай и все. И Пичуко-Нарджийский мирный договор. Буквально за 100-120 лет вот этот обход, вот это опережение технологической земледельческой цивилизации, оно вот дало такой страшный отрыв. Культурная традиция кочевничества, которая, во-первых, укрепилась, что вот мы так и будем кочевать, вот нам так и нравится, вот оно так и нормально, и вот я на коня сел, и никто мне не страшен, она в том числе сыграла как культурная традиция злую шутку. Потому что были кочевые народы изначально, ну, такие, допустим, как скифы, были такие, как булгары, были хазары, были чуваши, их предки точнее, они все практически были кочевниками. Но в силу исторических обстоятельств, кстати, турки-османы тоже турки в значительной степени, они были кочевниками, их предки, агузы, там, сельджуки. Они в силу определенных обстоятельств, как правило, не добровольно, но оседали на землю. И переходили на земледельчество. При этом какие-то сохраняли традиции. Ну, допустим, на Сабантуях там в Башкирии или в Татарстане до сих пор конные скачки устраивают. Ну, конечно, это нет у них сейчас, и уже там столетиями нет тысячных табунов лошадей. В отличие от Казахстана, скажем. Или там еще какие-то такие вещи. Но такое было возможно. То есть люди переходили к земледелию. Однако там, где как бы обстоятельства не вынуждали, то к земледелию не переходили зачем надо, и так нормально. Но, и более того, это было предметом какой-то гордости, какой-то морали определенной. Но это закладывало вот это цивилизационное, я бы сказал, не цивилизационное, технологическое отставание. И когда встал вопрос, кто кого по-настоящему, оказалось, что кочевники уже земледельцы выигрывают не только в каких-то других вещах, но и в прямом, так сказать, военном столкновении. И причем это носило характер катастрофы. Почему Россия сначала распространялась по верхам? Почему Владимир Суздальская Русь это не Харьков, не Донецк, там, а потому что здесь было Половецкое поле, или здесь были печенеги, или здесь были хазары. Шли туда, где такого военного отпора дать не могли. Шли на не очень удобные земли. Шли там, значит, вырубая потечно-огневое, покоряя в подневолю себе или убивая в случае сопротивления финно-угорское население, племена, которые не имели, за исключением венгров, которые сильно оторвались, и впитали в себе как раз военно-политическую культуру кочевников, когда они вместе с гуннами вторглись, они как бы перешли на другие рельсы, а потом еще раз перешли на европейские. Они оказались таким очень лобильным народом. И только обошли, по сути говоря, по северу, потому что даже Казань, когда взяли, это еще тоже лесная часть, потом сибирское ханство, дошли уже до Тихого океана и только потом ринулись на Кавказ и на Крым. Потому что все это время кочевая цивилизация сдерживала военным образом вот эту экспансию, настоящую реальную экспансию земледельцев. Но в какой-то момент она этого не выдержала. Ну, конечно, тут были и, не случайные, но все-таки какие-то, скажем, в историческом плане неожиданные вещи. Потому что сейчас уже даже среди русских историков, за исключением каких-то школьных учебников, каких-то таких совсем кондовых,
Никто не говорит о Куликовской битве, как о какой-то вехе там в чем-то там. Даже уже стояние на Угре, в общем-то, оно особенно никак оно не оценивает. То есть после Куликовской битвы стали говорить о стоянии на Угре, что здесь, ну ладно, там понятно, что Куликовский, но вот там вот. Да нет, это тоже как бы не самое важное. Но две вещи. Это чума 1346 года. Европа потеряла, которую чума пришла позже, треть населения. И по оценкам современных демографов, Западная Европа преодолела последствия вот этой чумы через 450 лет. Как-то очень легко говорится, что эта чума пришла, ну там есть версии из Китая, через Великий Шелковый путь. Последнюю статью читал из-под Казани, чумной штамм какой-то нашли такой, да? И как-то вот, ну была она там и в Золотой Орде. Ну была, да? Да елки-палки. Именно в ситуации Золотой Орды кочевого общества чума была куда более страшной угрозой, чем в земледельческой оседлой Западной Европе тогда. Почему? Потому что, ну, с одной стороны, считается, что чума распространялась, потому что там скученное население. Да, совершенно скученное. Но дело в том, что вот эта самая чума, она передается не только через людей, не столько через людей. Вообще ее переносят всякие там хорьки, крысы там и прочее. Вспомните, когда, скажем, первая версия, что, ну, она такая основная, что чуму в Италию завезли из Крыма, из Феодосии на кораблях. И крысы, да, чумные. И как-то про них забывают. Так ведь крысы же не только на кораблях живут. Многие животные заражаются чумой, и фактически ее остановить в условиях вот кочевнической цивилизации было невозможно. Сегодня собака съела какую-то дохлую крысу или там ворона склевала. Завтра она чихнула, а там была капельно-вирусная инфекция. Чихнула на какую-то лошадь. Послезавтра все 100 лошадей становятся носителем. А через месяц там табун 10 тысяч, которые за это время туда-сюда перегнали. Плюс к этому стервятники, шакалы, хорьки всякие там. Все, кто живут в этой зоне, они все становятся переносчиками и разносчиками. Вот где действительно были жертвы. И вот почему Тимуру, ну при всех его талантах, относительно легко удалось сломать хребет Золотой Орде. Потому что когда, ну там по разным источникам, 150-200 тысяч войско собрал Тохтамыш, это практически было все, что было возможно собрать в Орде. Это означало, что население Золотой Орды составляло тогда примерно 1 000 000 человек. Ну, там многократно в истории есть норма, что в общем, воин 20%, вот максимальная возможная мобилизация 20% от численности населения. То есть 200 тысяч войск, значит 1 000 000 человек. На такую-то территорию. Плюс потом их убили, плюс там разорили города, вывезли население, те, кого называются узбеками. Значит, и что осталось? Но что касается земледелия в Крыму, то, значит, я недавно нашел недавнюю относительно работу там сотрудника, тут Кузьмина некая, доцент. Значит, она пишет, у нее есть работа о сельском хозяйстве Крыма конца 18 века. Ну, небольшая статья, но интересная. Она интересную штуку пишет, да? Ну, то есть, там достаточно важные вещи упоминает и странные такие выводы делает, значит, с моей точки зрения. Говорит, что, дескать, сельское хозяйство в Крыму в 18 веке, ну, то есть, перед российской аннексией, она была достаточно неплохо развитым. Но, во-первых, им занимались только или преимущественно христиане, поэтому после их... Ну, во-первых, христиан выгоняли не крымские татары, эта история известна. Поэтому как бы пенять, что вот занимались христиане, а вот уехали и стало плохо, это как бы не в ту степь. Вот. А во-вторых, она ничем не подкрепляет, что значит, земледелием в Крыму занимаются только христиане. Она просто об этом говорит, а откуда взяла, ничего нету. Армяне, греки занимались всем этим, но это не означает, что мусульмане не занимались. Вот у нее нет ни одной. И еще, вот когда она говорит о том, что, значит, земледелие в Крыму было развито плохо, а, дескать, вот потенциал раскрылся весь при России, я тоже собрал цифры. Значит, в максимально таких продвинутых областях России в сфере земледелия, причем какие-то были области. Это были области Сибирского ханства,
там, где только что уничтожили это, буквально вслед за этим русские поселенцы там собирали урожай по принципу сам 5, сам 6. Пшеницу и рожь. А причем через какое-то время это упало. Понятно, потому что земля истощилась, как это всегда делается при земледельцах. И это, ну, 16 век там, да, вот на новых землях. При этом она говорит, что в самом Крымском ханстве урожаи для разных культур составляли от сам 8, сам 20. Сам 8, сам 20. Сам 15, просто сам 100. Ну и в конце делают очень закономерный вывод, что сельское хозяйство в Крыму земледелие стало, росла он при России, конечно. Само собой. Если говорить про виноградарство, ну, я уже об этом не говорю, потому что это как бы не критически для жизни людей. Поэтому окончательный кризис Крыма, я имею в виду в широком смысле, с моей точки зрения, был связан с тем, что вовремя не сумели перестроиться к земледелию при всех его недостатках. Это повлекло за собой и технологическое отставание, и демографическое. Потому что земледельцев в конечном счете оказалось гораздо больше. Потому что с 1 гектара сельскохозяйственной земли, если это земледелие, прокармливается гораздо больше людей, чем в случае кочевнического хозяйства. И это влечет за собой все. И поэтому то, что случилось с Крымским ханством, с культурой его и со всем, это был результат длительного исторического развития и, к сожалению, не отсутствие тех необходимых, хотя неприятных, понятное дело, в рамках традиционной культуры реформ, которые тут назрели. Некоторые ханы пытались это сделать, осадить, и был этот процесс. Более того, наша диаспора в Турции прославилась тем, что она принесла с собой хлеб и ячмень, посадки туда. Я от представителей диаспоры слышал, хотя вроде турки были оседлым уже народом, но основные регионы, где в Турции выращивается хлеб, это там, где осела крымско-татарская диаспора. То есть это было уже известно у нас. Но вот этот радикальный переход не прошел, но в конечном счете вот в этом как бы историко-экономическом соревновании традиционная культура Крыма проиграла. Спасибо за внимание.